Хвала Аллаху, Господу миров, который сотворил нас мусульманами, который сделал нас из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который является величайшим из людей. И признаком и главным качеством каждого мусульманина это является истина, говорить правду. Всевышний Аллах, обращаясь к мусульманам в священном Коране, говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхалладина аману ттакуллаха ва куну ма'ас-садикин». О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте вместе с теми, кто говорит правду. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поистине правда направляет человека к благому, а благое вводит человека в рай. Поистине человек не перестает говорить правду до тех пор, пока этот человек не будет записан перед Аллахом как правдивейший. Потом продолжает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: поистине ложь приводит человека к греховному, а грехи вводят человека в ад. Поистине человек не перестает обманывать, лгать до тех пор, пока этот человек не будет записан перед Аллахом как лжец. Да убережет нас Аллах от этого. В этом хадисе, как мы видим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объясняет нам, когда характерная черта человека становится правда, что этот человек становится из обитателей рая. А когда характерная черта человека является ложью, то этот человек становится из обитателей ада. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является для каждого мусульманина примером для того, чтобы преуспеть в будущем, в ахирате, чтобы попасть в рай. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучал своих сподвижников, чтобы они всегда везде говорили правду. Сегодняшнее общество часто прибегает к обману, к лжи для того, чтобы избежать каких-либо ситуаций. Но это, однако, является неправильным путем выбора человека. Почему? Потому что ложь, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, является одним из пагубных грехов, который вводит человека в ад. Когда самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «О посланник Аллаха, скажи нам, будет ли верующий совершать кражу?» Посланник Аллаха сказал: да, верующий может совершать кражу, то есть это деяние не выводит этого человека из числа верующих, однако то, что он совершает, является большим грехом. И когда ему перечислили некоторые грехи, которые может ли совершать мусульманин или же нет, то он отвечал: да, человек может, мусульманин может совершать эти грехи. И в конце, когда вопрос дошел до того, что мусульманин может ли он лгать, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет, мусульманин не может лгать. Почему? Потому что в другом хадисе сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поистине тот, кто обманывает, не является из нас. Это обозначает, что человек, который обманывает людей, не является из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды, когда пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сидел в кругу своих сподвижников, один из сподвижников посланника подозвал к себе маленького мальчика, который играл на улице с другими детьми, и сказал: «О мальчик, подойди ко мне, посмотри, что у меня в руках». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Что у тебя в руках?» Тогда сподвижник ответил: «У меня в руках финик». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Если же у тебя не было бы в руках что-либо, то ты был бы из числа обманывающих». То есть посланник Аллаха всегда во всем показывал пример, обучал своих сподвижников, чтобы они всегда говорили правду, чтобы они были примером для подрастающего поколения. Сам посланник Аллаха всегда говорил: «Поистине я шучу, но моя шутка не переходит границы истины». И ложь является одним из признаков лицемерия. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что признаками лицемера являются три качества. Первое из них, когда лицемер рассказывает или же говорит что-либо, он обманывает, то есть смешивает свою речь с обманом. Когда он что-либо обещает, он нарушает свое обещание. И когда человек ему что-либо доверяет, то он поступает несправедливо тому, кто к нему доверился. В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добавляет, что те люди, в которых находятся эти три качества, они являются лицемерами, даже если они молятся, даже если они постятся и даже если они утверждают, что являются мусульманами. Да убережет нас Аллах от лицемерия и да убережет нас Аллах от лжи. Алхамдулиллахи раббил аламин.